Всем привет, дорогие друзья! Было ли вам когда-нибудь интересно, как живут обычные деревенские люди в кишлаках? В этом видеоролике мы вам покажем один день из жизни обычных деревенских людей. Смотрите ролик до конца, будет много всего интересного. Нашим гидом по кишлаку будет вот эта молодая девочка. И всем привет, дорогие друзья! Сегодня первым делом мы вам покажем быт и какими инструментами пользуются деревенские люди в кишлаках. Например, для чего это нужно? Или для чего вот это нужно? Итак, ребята, это у нас с вами тандур, это у нас рафида, а это подставка для рафиды. На рафиду мы ставим лаваш, а на лаваше делаем всякие разные узоры. Итак, ребята, сейчас мы вам покажем сельскую ванну. Поехали! Здесь хранятся у нас запасы на зиму. Компоты и варенье. Вот это у нас все запасы. И все как обычно. Шампунь, мыло и зубная щетка. А также у нас есть такой вот прибор. Это нужно для того, чтобы в гостях, когда моешь руки, не вставать и вот так вот моешь. Вот. Да, и затем вся вода стекает туда вниз. Вот, то есть стекает, вот. Как начинается вообще утро в кишлаке? Прямо вот здесь у нас находится туалет, обычный сельский туалет. Ну а здесь у нас находится ванна. Здесь можно умыться или принять душ. Вот так выглядит обычная ванна здесь в кишлаке, но это в более современном стиле, как говорится. Друзья, если вам лень идти в ванну и умываться, то вы можете умыться прямо здесь на улице. Вот эти ковшинчики позволяют это сделать. Итак, друзья, после того, как мы умылись, сходили в туалет, надо приготовить бы покушать что-нибудь. А готовят кушать у нас вот в таких вот текдон-хонах. Здесь у нас находятся казаны. Вот такой огромный казан. Ну, в частности, его используют для приготовления плова здесь. Когда, например, много гостей. Вот еще один казан. Здесь готовят суп, шурбо. Сюда кладут какие-то дрова, что-то подкидывают, чтобы поджечь и, собственно, приготовить еду. Ну а здесь, друзья, у нас находится такая своеобразная кухня. Тут у нас находится холодильник, газовая горелка. Ну тут, собственно, тоже иногда готовят пищу утром, например. Здесь, собственно, вот кипяченое молоко. Тоже посуда какая-то. Здесь приправы, сахар, соль и так далее. После того, как мы умылись, помылись, сходили в туалет, приготовили еду, пора бы ее и покушать. Сегодня у нас как раз таки вскипяченное молочко, друзья. Едят здесь, кстати, на полу. Вот здесь расстилается специальный дастархон. Тут у нас располагается все. Это лепешки у нас здесь, масло, каймок, это что-то похожее на сметану, варенье, ну, чай и, собственно, само молоко. Кстати, в молоко добавляют, во-первых, сахар, и, во-вторых, кладут лепешку. Так получается довольно вкусно. Итак, друзья, раз уж мы с вами зашли в дом, то давайте мы вам его покажем, в каких условиях здесь живут люди. Здесь всего две комнаты, вот одна из них. Здесь, значит, у нас располагается курпача, здесь стелят курпача, затем дастархон, садятся и едят. Ну и, собственно, спят здесь тоже на полу, друзья, то есть вот так вот кладут курпача, подушку, одеяло и вот так вот спят. Здесь у нас телевизор, обогреватель, если станет холодно. Ну и печка тоже. Значит так, сюда мы закидываем дрова или бумагу или что-то еще. Поджигаем и наслаждаемся теплотой. Давайте зайдем во вторую комнату, посмотрим, что там. Сразу видим здесь специальный столик для того, чтобы гладить вещи. Утюг, шкаф с зеркалами тут у нас. Ну и курпача здесь тоже все находятся. Курпача, одеяло. У некоторых людей в кишлаках бывают такие комнаты, где принимают гостей. Например, во время каких-нибудь праздников. Давайте же зайдем в одну из этих комнат. Итак, ребята, здесь у нас, как всегда, расположены курпача, подушки для гостей. И когда приходят гости, расстилают большущий дастархан, куда ложат много сладостей и еды. Вот мы с вами посмотрели, в каких условиях же живут здесь люди в кишлаке. Теперь давайте посмотрим, чем они занимаются. Покажем вам сейчас скот, животных, урожай и огород, друзья. Заодно посмотрим сейчас дворик, что там находится в нем. Пошлите. Здесь у нас находятся виноградные деревья, вот они. Сюда у нас берут воду.
Короче, вот столько. Тут у нас дрова на зиму делают. Вот эти мужчины. Итак, друзья, вот мы с вами попали в коровник, это у нас загон. Тут у нас находятся коровы, здесь всего их 3. Вот первая, вторая и третья. Тут они спят, питаются, едят, пьют воду. А тут у нас находится сено, если что. Даем вот так вот покушать немного. И наслаждаемся зрелищем. А тут еще у нас есть кукуруза, вот она. Тапак. Это у нас смесь навоза и сена. То есть он делает как? Сначала берут навоз, одевают перчатки, берут немного сена, вот сена. Все это смешивают, делают вот такую вот форму, в виде такой формы. Затем ставят на солнце, ждут, пока он высохнет, и его можно использовать как в виде дров, например. Такой малюсенький. Привет. А вот там очень-очень большое количество ос. Просто посмотрите, сколько их. Сейчас мы находимся в огороде, где растут овощи и фрукты. Но так как сейчас на дворе месяц ноябрь, здесь никто ничего не садит. И, как вы видите, здесь пусто, ничего не растет. Здесь у нас, ребята, также находится огород. Это у нас, ребята, яблони. Это у нас вишневое дерево. Давай. Ну, яблок, не вишен здесь нету. Так, друзья, сейчас уже время обеда. Давайте посмотрим, что у нас сегодня будет на обед. Обед у нас сегодня картошка бюрен. По-русски это, короче, будет жареная картошка. Вот, друзья. Оп. Я с обед хотела. Хотела, но я с мамой. А сейчас, ребята, вы сами своими глазами увидите процесс приготовления лепешек вот здесь. Соня, hamsi metsas kuni. Metani. Ne var söylüyor. Ostinca mı geçiyor? Doğru geç ostinca. Nasıl Sonya? Nasıl bu? Mesela. Ya bunu ças buradan. Kızım. Neyse hayatım. Bigi. Yakın Bigi. bana. Ha. Ya tamam ben anam. Bagida bir Sak, sak. Huşuru asas. Ya güzelim. Bir demeyelim Mesut'a anda. Bıçak bana. Bıçak. Poyantar. Ha ama. Yok gireyim. Молодец. Бұртырақ болса. Здесь даже есть небольшой магазинчик. Вот. Он тут единственный. Вот
поблизости. 1 дирхам. Так, друзья, мы сейчас с вами находимся вот в таком мини-заводе по производству муки здесь, в Кишлаке. Осиоп на таджикском называется. Пойдем посмотрим, что там. Сюда люди переносят пшеницу, и затем ее первым делом взвешивают вот здесь. Далее на мешках записывают имя человека, который принес эту пшеницу, и количество килограммов. Вот. Например, Олим 51 килограмм. Далее, ребята, у нас тут есть такая специальная ванна. Сюда заливают воду, затем высыпают пшеницу и ждут примерно 3 часа, пока одна обмокнет. Здесь у нас находится, грубо говоря, готовая пшеница. Ее уже обмочили тут в ванне в воде. Вот, посмотрите. Еще люди, которые здесь работают на производстве муки, проверяют ее сначала. Они кладут ее в рот. Если она мягкая, она готова, то ее уже закидывают вот в этот аппарат. Эта пшеница проходит через дуло, вот это вот дуло, попадая вот сюда в камень. Дальше проходит, вот видите, там есть, дальше проходит вот в этот механизм. Давайте спустимся вниз. Этот механизм играет как бы роль фильтра, то есть он фильтрует пшеницу. Та пшеница, которая измельчилась, она проходит вот здесь и попадает вот сюда, друзья. Вот уже есть готовая мука здесь. А та, которая не измельчилась, она проходит по этой трубе снова. Вот так вот проходит и попадает снова в этот аппарат. И опять по новой проходит через дуло и в этот механизм, пока не измельчится полностью. Так, вот мука. Вот когда собирается определенное количество муки, уже закончили сбор муки, вот здесь вот есть такая специальная вот перегородка, как бы, ее здесь закрывают трубу, и мука уже дальше не проходит, она спускается вот сюда, в этот мешок. Вот, то есть остатки пшеницы, они не проходят дальше, они спускаются вот в этот мешок. Из остаток пшеницы получается вот такой сабуз. Это еда для коров на зиму, потому что зимой они очень голодные, и им нужно что-то кушать. А это как раз таки очень питательная еда для них. Так, друзья, сейчас мы находимся около насоса. В этом здании у нас находится специальный агрегатор. Для чего он вообще предназначен? Здесь очень много гор в Таджикистане. И у подножия гор тоже живут люди. И там воды нет, туда вода не поступает. Этот насос выкачивает воду, и эта вода направляется вот в сторону гор, где живут там люди. И вообще само название вот этого кишлака, этой деревни, как раз таки Шашум насос, что в переводе означает «шестой насос». Эта постройка, друзья, еще стоит со времен Советского Союза. Тут было всего 4 агрегата, и 1 украли. Осталось 3. Здесь, друзья, располагается трансформатор рядом с насосом. Он подает электричество здесь, в кишлаке. Несколько лет назад здесь был пожар, поэтому каждое лето здесь расчищают этот вот трансформатор от сухой травы. Здесь располагается у нас такое растение, называется джоруб. Из него делают веники. Сначала берут вот это вот семя, его сажают в землю, ставят вот такое вот большое длинное растение. Эти семена опять собирают, их все вот так вот собирают просто вместе. Вот несколько собирают таких вот веток, таких джорубов вместе собирают, завязывают веревкой или шнуром, или проводом, и получается веник. Соня, ты с кем познакомилась? Это кто? Как его зовут? Сейчас мы с вами находимся на поле. Здесь пасутся стадо коров. До обеда они едят камыш. Затем отправляются там к озеру, пьют воду. И до обеда здесь сидят, отдыхают. Лежат, точнее. Соня, ты где? Здесь в Таджикистане очень дружелюбные люди, и они готовы друг другу помочь, если что. Допустим, кто-то попросил, да, там последить за коровами, чтобы они не ушли на чужие земли. И этот человек помогает ему следить за коровами. Вон там человек вот следит. Вот они следят по очереди, помогают друг другу.
Это банда байкеров. Байкеры? Да. Местная банда байкеров. Да. Да. Так, вот мы пришли на поле, друзья. Здесь у нас находятся огромные грядки, посмотрите просто. Сейчас мы пройдем чуть дальше и пособираем немножко хлопка. Здесь хлопок. Вот так он выглядит, друзья. Такой мягкий, нежный. Обратно. Вот сколько его невероятно много здесь. Посмотрите, какое большое поле. Берут, короче, надевают мешок на пояс вот сюда, вот они надевают мешок и собирают хлопок. Потом приезжает трактор, загружает это все и отвозит. Здесь целый день люди работают, собирают хлопок по несколько килограммов. Некоторые там десятки килограммов даже собирают. Перед тем, как собирать хлопок, люди кладут сюда казан, разжигают огонь и готовят плов. Здесь специально садят еду для коров, для скота. Это у нас клевер, вот смотрите. Это у нас обычный клевер. Вот его садят один раз и затем собирают на протяжении 2-3 лет. Его собирают, потом пропускают сюда воду, и примерно через месяц, через полтора он снова вырастает, и его снова собирают. И так примерно 5-6 раз в год. Это у нас пшеница. Садят ее один раз в год в октябре и собирают в июле. Но некоторые люди, у которых нет доступа, например, к воде, они садят либо в конце ноября, либо в декабре. А в это время появляется дождь и появляется, соответственно, источник воды. О, очень трудно. Это как называется? Тур? Тур. Берёт черной курицы. Ну почему-то она белая. Сюда обычно водят коров, они тут пьют. Вот это. Вот еще сделалось. Как думаешь, что это? Ну согласитесь, классно здесь, да? Тут природа, чистый воздух, чистый свежий воздух. Слева горы, справа горы, сзади горы, спереди горы. Кругом горы, животные, скот, большие огромные поля. Здесь все есть, друзья. Ни Wi-Fi, ни интернета. Но в этом и смысл. Приезжаешь сюда, отдыхаешь себе, сидишь вот так вот спокойно, лежишь. Смотришь на вот это вот чистое голубое небо. И вот так лежишь и спишь. Ага, ну прямо ж вот здесь вот будешь спать. Вот. Едем! Нет! Вот смотри, вот это. Сегодня у нас на ужин, это традиционное блюдо здесь в Таджикистане, это плов, друзья, ош.
Кстати, света нет, друзья, его отключили. Но, ну, такие шлаки, так что будем есть при свечах. Сагара бгидега. Сахара? Сагара бгидега. Сирота возьми. Возьми казан. Сагара бгидега. Сахара бгидега. Дом, милый дом, наконец-то. В селе, конечно, хорошо, но в городе все-таки лучше. Итак, друзья, спасибо за то, что досмотрели этот ролик до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите наши предыдущие ролики.